өлкөнүн өнүгүүсүнө жолтоо болуп, мамлекеттин жана жарандардын бардык күч аракетин жокко чыгарып жаткан коррупцияны сөзсүз жеңишибиз керек. Бардыгы өз алынча жай менен чечилип калат деп күтүүгө биздин акыбыз жок, андай да болбойт. Эгерде бул кесепетке чеч күндү күрөш ачып, каршы турбасак, анда Кыргызстан далага чейин дүйнөлүк өнүгүүнүн чаңында калып, калктын орчундуу бөлүгү жакыр бойдон кала берет. Бийликтин милдети эмнеде? Бийликтин негизги милдети коомдун бышып жетилген көйгөйлөрүн чечүү, өз жарандарын кылмыштуулуктан жана зомбулуктан коргоо. Маселе ушундай коюлууда. Эгерде кимдир бирөө башкача ойлосо, ал биз менен сапарлаш эмес. Анткени биз криминал менен коррупцияга согуш ачтык жана акырына чейин чыгарууга милдеттүүбүз бул согушту. Эл бизди, мен ойлоп турам, толук бойдон колдоп берет. Коррупция бизде болуп көрбөгөндөй өлчөмдөргө жетти. Эптеп эле өз чөнтөгүн толтуруу үчүн керек болсо баш кесерлер менен, туш келгендин бардыгы менен макулдашуудан баш тартпаган мамлекеттик кызматкерлер, атка минерлер бар. Анысы аз келгенсе бул балекет менен күрөшүүгө чакырылган органдар өздөрү көп учурда коррупцияга батып кеткен. Пара алып туруп, коррупционерлерге жоопкерчиликтен качып кетүүгө бүт өбөлгө түзүп атат, ачык эле. Каалаганда актансак дагы, жанагы объективдүү себептерге дагы шылтасак да, бирок ачуу чындыктын бети көрүнүп турат, ачуу чындыктан кача албайбыз. Өлкөбүздө коррупция гүлдөп жатат. Бул жөнүндө мына эл аралык уюмдар 2011-жылдын жыйынтыгы боюнча коррупция боюнча Кыргызстандын индекси 166 орунга койду, Кыргызстанды 180 орундан. Эң аягы деп айтсак болот да. Уважаемые участники заседания, за 20 лет было принято много программ по борьбе с коррупцией, но они остались все на бумаге, потому что сами правители, сами руководители министерств и ведомств, в том числе в первую очередь силовых, их дети и родственники руководителей продолжали воровать. Более того, именно руководители страны были главными ворами в стране, главными коррупционерами. По мнению шведского политолога Йохана Энгваля, за время семейного правления коррупция в Кыргызстане стала не просто одной из острых проблем, а способом государственного управления. Правоохранительные же органы, особенно при Бакиеве, так пишет Энгваль, были практически интегрированы с организованной преступностью, либо даже подменяли ее. Интегрированы, либо подменяли. Такое заключение дается в докторской диссертации Энгваля по Кыргызстану, которая недавно опубликована. Это горькое, страшное заявление, но это справедливое заявление. Урматтуу кеңештин мүчөлөрү, бардыгыбыз көрүнүктүү саясатчылар, ал тургай айрым депутаттар өзүнүн криминал менен достугунан эч үй албастан кайра сыймыктанып жүрүшкөндөн мына күбө болуп турабыз. Сүрөткө түшүп мактанып керек болсо. Саясий элитада сервант менен сервантестин айырмасын билбегендер толтура. Ошол эле учурда өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеген саясатчылар долларовый миллионер болуп жүрөт. Өмүр бою мамлекеттик кызматта ашып кетсе $100 алган, $200. Азыр болсо $1 миллионга особняктарды сатып алып атат. Эми суротуулат да ошо $1 миллион кайдан келди? Маянасы болгону бир 10 000 сом, 15 000 сом болсо, азырга чейин. Мен ушул жерден пресса аркылуу бардык жетекчилерге, өкмөттүн бардык мүчөлөрүнө, депутаттарга, сотторго, прокурорлорго жана башка мамлекеттик кызматкерлерге катуу эскертип койгум келет. Уурлардын орду түрмөдө. Вор должен сидеть в тюрьме. Уважаемые участники заседания,
В первоочередном порядке, я уверен, необходимо очистить от коррупционеров в первую очередь именно правоохранительные и судебные органы, потому что карающий меч государства их стараниями превратился за эти 20 лет в мухобойку, от которой коррупционерам-ворам не холодно и не жарко. Неправительственные организации, средства массовой информации, да и многие граждане в массовом порядке указывают на многочисленные факты коррупции именно в тех органах, которые должны бороться с коррупцией. Я, как глава государства и председатель Совета обороны, требую от Генеральной прокуратуры, правоохранительных и судебных органов, чтобы каждое уголовное дело против коррупционеров было доведено до логического конца. Виновные должны нести ответственность в соответствии с законом. Согласно действующей Конституции, да и по всем ранее действующим, должностными преступлениями в первую очередь должна была заниматься Генеральная прокуратура. И сейчас в пункте 6 статьи 104 Конституции записано, что на прокуратуру возлагается уголовное преследование должностных лиц государственных органов. А ведь уровень коррупции напрямую зависит от коррумпированности госслужащих. Напрямую зависит. Получается, что все последние 20 лет в условиях независимости прокуратура не занималась и сейчас должным образом не занимается своими прямыми должностными обязанностями. Поэтому, уважаемая Аида Жеңишбековна, я думаю, надо срочно укреплять кадрами руководство Генеральной прокуратуры, а также дать оценку работе местных органов прокуратуры со всеми вытекающими из этого выводами. И за критерий брать именно борьбу с коррупцией. Считаю, что и финансовая полиция, специально созданная для борьбы с коррупцией, не смогла добиться здесь ощутимых результатов, хотя все условия были созданы. Больше того, имидж у финансовой полиции совершенно другой, что это сборище, наоборот, коррупционеров. И, наверное, очень правильно поступает правительство, что заново набирают члена финансовой полиции. Но особую горечь и возмущение вызывают у всего общества, у всего нашего народа суды и судьи. Суды и судьи. Как можно победить коррупцию, если любое, даже самое громкое дело цинично разваливается в суде самым наглым образом? Я хочу предупредить здесь вот этих обнаглевших наших судей, что за каждое такое решение придется отвечать. И не только перед Богом, как указано в Коране, в Библии, но я думаю, на этом свете в ближайшие же дни, месяцы придется ответить, потому что я не буду скрывать, каждое такое решение незаконное мы берем на учет. И эти решения, я считаю, должны быть всегда на контроле, и срока давности по таким воровским решениям, которые принимают некоторые судьи, срока давности не должны быть. Рано или поздно каждый судья за такие решения должен ответить. И поэтому либо здоровая часть судебного корпуса, совет судей, услышат людей, и пока еще не поздно повернуться лицом к народу и закону, либо пеняйте на себя. В соответствии с Конституцией президент олицетворяет единство государственной власти и народа. И если одна из ветвей власти идет против народа, идет против интересов народа, то народ и решит, что с ней делать. Я надеюсь, что здоровая часть судейского корпуса и совет судей сделает правильные выводы, пока не поздно. А уважаемую Фирузу Зулумбековну, Достамбая Абдрашитовича я попрошу еще раз, последний раз попробовать это объяснить судейскому корпусу, что давайте по-хорошему. Если не получится по-хорошему, времени ждать уже нет. Тогда мы сделаем по-другому. Большие надежды мы возлагаем на созданную вновь антикоррупционную службу в составе ГКНБ. Но хочу сразу предупредить руководителя АКС, товарища Садагалиева, если до конца первого квартала АКС не даст реальных, ощутимых результатов, то
Я не буду объявлять выговор или предупреждение, просто руководитель службы будет уволен. Сразу хочу об этом предупредить. Поэтому делайте выводы из этого, работайте день и ночь. Мы вам готовы помогать во всем, но нам нужны реальные результаты. Мы уже сыты словами. Урматтуу жыйындын катышуучулары, өзгөчө талаптар билим берүү кызматкерлерине коюлууга тийиш. Анткени алар өсүп келе жаткан муунду тарбиялашат. Бул жерде криминал менен коррупцияны түп тамырынан толук жок кылуу керек. Анткени сөз улуттун ыймандык саламаттыгы, анын келечеги жөнүндө болуп жатат. Ошондуктан бул маселени чечиш үчүн өкмөт аракет дагы, каражат дагы аябаш керек. Анткени ушу коррупциянын атмосферында өсүп аткан мектептин окуучулары, студенттер, алар эмнени үйрөнөт? Эмнени үйрөнөт? Келечеги кандай болот бул Кыргызстандын? Муну токтотпосок Кыргызстандын келечеги жок болот. Ошондуктан мен ойлоп турам, ушул жерден башкача бир мамиле кылбасак, башкача бир чараларды колдонбосок болбойт да. Сөзсүз ушу билим берүү реформасы керек. Анткени ыймандуу өлкө, ыймандуу бийлик, ыймандуу жаштардын башаты билим, элибиздин мурасы, элибиздин тарахы. Уважаемые участники заседания, в процессе подготовки материалов к заседанию выявлена необходимость координации всей противокоррупционной деятельности и общественных институтов. Нет такого единого центра сбора информации, может быть, даже специально это было сделано. И поэтому вот очень хороший закон принят парламентом о Совете обороны. Я думаю, что вот эти функции координации надо возлагать на секретариат Совета обороны. Тем более Совет обороны у нас, как мы видим, коллегиальный орган, здесь представители всех партий. И поэтому, я думаю, надо секретариат Совета обороны и сам Совет обороны укреплять, чтобы это со временем стал настоящий Совет обороны, какие действуют в зарубежных странах, со своим мощным секретариатом, со своим зданием, со своим центром управления кризисными ситуациями. У нас же все пока только на бумаге. А вот была беда в 2010 году, даже центра управления кризисными ситуациями нет. Поэтому вот здесь, я считаю, нам надо находить гранты или находить бюджетные средства, но нам надо думать о том, чтобы у нас был реально действующий Совет обороны в стране. Потому что и вопросы безопасности, и все другие вопросы в соответствии с законом, принятым парламентом, возложены во многом на Совет обороны.